Мераба, достларам. Меня зовут Рустем Дервиш. Сегодня мы с вами будем готовить традиционное крымско-татарское блюдо бурма, одно из самых любимых наших блюд. И будем готовить его сегодня в фуруне, вот этой старой, древней хлебной печи. Начинаем, как обычно, все с огня. Все таинство начинается с огня. Поджигаем наш фурун. Ну и самая вкусная еда, конечно, получается у нас в фурун-ичинде, потому что вот этот дымок придает особый вкус. Все, огонь горит, а мы с вами идем на кухню и там продолжим. Так, начинаем работать с мукой. Постелим вот такое полотенце, чтобы у нас доска не двигалась. Сегодня мы готовим на такой современной, красивой кухне, где максимально удобно нам готовить. Ну, а раньше, когда готовили, вот с мукой хозяйка начинала работать, к муке, к тесту, к хлебу было особое отношение. Прежде чем начать работу с мукой, стелилась большая скатерть, которая называлась хамурбес. Или еще говорят судакский район амурбес. Или софра. То есть сначала стелили ткань, потом ставили стол и только потом начинали работать, чтобы ничего нигде не просыпалось. Очень было серьезное отношение к хлебу, к еде. Не разбрасывались, как сегодня мы в некоторых зарубежных фильмах можем увидеть, как кидаются едой. Разве так можно делать? Так, все, мы готовы. По ингредиентам. Ингредиенты, как всегда, очень простые. Еда у нас простая и очень сытная. Это у нас хабах, мясо, значит, вода, соль, перец, все такое. Ну и, соответственно, мука. Обязательно мы просеиваем, потому что иногда встречаются какие-то ненужные нам. Мы сегодня будем готовить 2 бурма, поэтому 1 килограмм муки, пол-литра воды. Пол-литра воды. На пол-литра воды мы соли добавим. Вода немножечко теплая у меня, не холодная, а для того, чтобы соль быстрее растворилась. И все. Примерно 1 столовая ложка соли. Миниманам майтайди. Мать рассказывала про хлов. Ну, охлав по-разному называется, да? Значит, один парень решил жениться. Приходит к матери и говорит: она евленичен. Ну, яхши балам. Он говорит: ну, только проблема. 2 девушки, а какую выбрать я не знаю, говорит он. Что делать? Она говорит: вообще не проблема, балачухам. Скажи этим девушкам, чтобы мне нужно кусочек высохшего теста, чем больше, тем лучше. Охлавдан. Принесешь, а я тебе завтра скажу, на ком жениться. Ну, тот парень пошел к одной девушке, значит, и говорит: так и так, вот так Анашка сказала. Мне нужно кусок высохшего теста с охлава. Она говорит: ну, такая, одна из них, ногти длинные, кудрявые, волосы красивые, накрашенные. Побежала, наскребла, там много, ему свернула, дала. Он взял, другой пошел. Другой пошел, та вышла, аккуратненькая, ногти чистые, руки чистые, красиво причесанная. Значит, ему говорит: Багышланус, там, Мемет бей. Нету у меня, у нас, ну, как бы нету, извини. Может быть, в следующий раз. Ну, ладно, на этом дело закончилось. Он приходит домой, Анашке отдает. Ну, вы уже все догадываетесь, да, чем дело кончилось. Кого ему Анашка посоветовала. Короче, смысл басни таков, что охлав чистый должен быть. И, конечно же, мать ему посоветовала девушку, у которой охлав чистый. Так, мы сейчас сначала замесим тесто. Удобно было с ним работать. Если оно будет сильно мягким, оно будет липнуть у нас к охлаву. А если сильно жестким, мы его просто не сможем правильно раскатать. Как это говорят. Для меня это было полчаса, а для вас прошла 1 минута. Очень часто. Все, у нас тесто готово, первый этап. Мы его должны завернуть в пленочку.
Пищевая пленка есть такая у нас сегодня. Если раньше ее не было, а сегодня она у нас есть, поэтому воспользуемся этой пленочкой. И отложим в сторону, чтобы оно нам не мешало. Так, теперь мы переходим к начинкам. Нам нужно натереть тыкву. Значит, я ее порезал. Тыква. Тыква. Что нам для этого нужно? Значит, хабах, соль, сахар и орехи. Еще сливочное масло, которое мы будем топить. Тыкву мы натираем на терке самой крупной. Мы ее чуть-чуть присолим, сложим в чашку, чуть-чуть присолим. Что нам дает соль? Под воздействием соли тыква начинает отдавать сок. И вот когда она немножко в стороночке у нас постоит, значит, мы этот сок потом выжмем из тыквы. Для чего это нам нужно? Потому что если мы сок не выжмем, у нас вот этот вот наш бурма расплывется и будет не очень красиво. Все. Этого нам хватит на одну порцию. Теперь мы это присаливаем. Немножко, соли немножко, не прямо солим, а соль мы должны добавить чуть-чуть и перемешать это все хозяйство для того, чтобы тыква начала отдавать свой сок. Все, с этим готово. Мы это оставляем минут. Ну, пока сейчас будем делать фарш, работать с мясом. Так, приступаем к фаршу. Добрались до самого главного. Нам нужно мясо, лук, соль, перец. Итак, приступаем к мясу. Ножи должны быть острые. Мы сегодня будем, как обычно, всегда, когда я готовлю, я пользуюсь двумя ножами, когда мы делаем хайма. Значит, полезный совет, не устаю об этом говорить, если у вас дома есть вот такой керамический ножик, им очень удобно поправить заточку. Итак, все, мы делим мясо. Вот, режет идеально. Мясо идеальное. Всегда возникает вопрос, когда мы готовим наши блюда, да, крымско-татарские традиционные блюда, многие могут увидеть сегодня современный человек, очень они жирные, очень калорийные. Если мы вернемся, значит, во времени, так перенесемся на 100 лет назад, что мы увидим? Как работал человек? Значит, что производили? Чем были заняты? Степь – это, значит, зерновые культуры, животноводство, горы, предгорье, южный берег. Везде мы увидим сельское хозяйство, виноградарство, табаководство, фрукты выращивают. То есть работали с утра до вечера, чтобы достичь результата. Да? Это же не сегодня человек встал, кофе попил и около компьютера может заработать как бы за день больше, чем тот человек за год. Вот. Так вот, про жирную еду. Да? Это нам сегодня кажется, что она жирная современному человеку. Мы смотрим на все это, и у нас вопрос, они столько ели, все жирное такое, любая наша еда очень жирная. Но если мы посмотрим на фотографии прошлых лет, фотография появляется в конце 19 века, с тех пор мы можем видеть людей, которые были раньше, 100 лет, 200 лет назад жили, мы не увидим на фотографиях толстых людей. Кто-нибудь видел на старых фотографиях толстых людей? Нету или очень мало. Разговаривать можно долго, а за нас хайма никто не сделает. Как обычно, двумя ножами. Об этом я уже говорил. Только так в нашем доме готовился хайма. Жирное, хорошее мясо. Все, последняя проходка. Фарш у нас готов. Аккуратненько фарш перекладываем сюда. Потом у нас следом пойдет лук. Так, что-то большая луковица такая. Ну, посмотрим, смотрите. Лук мы должны накрошить, ну, так, помельче. Вот такими квадратиками. Аккуратно, ножом, руки не режем. Это я сам себе говорю.
Я уже как я дома готовлю. Так, хватит столько. Нет, хватит. И перец. Много времени занимает вот это приготовление начинки, а все остальное у нас сейчас произойдет быстро. Мы вот эту сторону убираем пока. Теперь наша задача выжать сок из тыквы, из нашей тыквы. Мы должны выжать тыкву, потому что если мы ее не выжмем из нее сок, а выжимать будем просто так, руками. Так, с этим все. Тыква есть, орехи. Теперь у нас, значит, в составе есть орехи. Чтобы орехи размельчить, опять же, я хочу вам показать, как раньше их мельчили. Ну, раньше, деп, это не 100 лет назад. Это буквально в нашем доме было в Узбекистане. То есть сегодня никто не задумывается, не задумываясь, это измельчить на этой, на миксере, или как это еще там называется. А вот у нас дома это делалось так, просто немножечко мы обжариваем это, ну так, если влажность есть лишняя, ее удаляем, для того, чтобы легче было измельчить. Жарить не надо, у нас задача удалить лишнюю влагу. Так, все готово, наша задача была просто подсушить, ничего там больше волшебного нету. И берем охлав, обязательно нужно вот так сделать. Это для того, чтобы расслабились зрители, смотрите. А то все очень серьезно относятся к готовке. Вообще, во всем есть своя мера. Это творческий процесс. Нужно расслабиться и получать удовольствие от процесса. Теперь мы приступаем к тесту. Добрались до этого момента счастливого. Возвращаем нашу доску на родину. Так, где у нас мука? Чуть-чуть нам нужно будет. Это тесто. Вот, для чего оно должно настояться? Видите, оно какое становится, пропитывается все, становится эластичным. Так, мы его сейчас поделим. Это на один яим, это на второй. Это мы откладываем в сторону. Вдруг гости придут. Да? Хватит нам такой? Хватит. Есть. Че, нет, Аша? Все, яим у нас готов. Я уже скоро стану профессионалом, так что если что, у кого свадьба, там зовите. Я паром сизе фулту, бурма. Так, масло топленое. Мы его сразу будем включим. Медная сковородочка. Идеальная посуда. Топленое масло, сливочное. Растапливаем еще раз. Так, есть. Аккуратно, не торопясь. Масло горячее, будьте осторожны, техника безопасности. Я вспомнил историю. Это же часто вот такие истории с Хайнанен, Гелен. Хайнана стелила. Ну, раньше, наверное, все клеенки были цветные, там всякие узоры, цветы. И, значит, требование было к невестке такое, чтобы сквозь тесто раскатанное был виден рисунок четко. Вот это вот служило маркером, когда тесто готово. Девчонки, поэтому приходите в новую семью со своей клеенкой, где нет рисунка, просто белая. Тяжелую, много получилось. У нас такой получится хороший кобете дерем, бурма. Красивым ровным слоем распределяем мясо. Ничего себе! Мясо, тесто, лучок, перчик. Уже вкусно. А там фурун, он уже у нас доходит. Сейчас у нас специально обученный человек следит. Когда купол побелеет, он нам рукой помашет. И мы все это свернем и понесем туда. Теперь мы это сворачиваем красиво.
Это требует умения и отдельного мастерства. Я так говорю, как будто я каждый день это делаю. Вот бурма, видите? Вернее, сарма, бурма. Почему называется? Еще есть такое название сар-бурма. То есть сейчас мы сворачиваем сарарах, вот как сарма. Он же просто свернутый. Сармая – это свернуть. А вот бурмая немножечко уплотняем. Вот это движение означает бурмая, то есть крутить, вот так завернуть, бурить. Откуда слово бурить? Вот отсюда. Где мой тава? Специально изготовленный для этого дела. Точно такой, как был раньше. Так, куда мне удобно, надо его поставить. Это один из тех моментов, когда 90% работы сделал, а потом можно все испортить. Аккуратненько мы берем снизу за животик и ложим вот сюда, за животик. Вот. Смотрите, как красиво. Нахадар дюльбер, машалла. Эх, сам себя не похвалишь. Ну, я надеюсь, вы меня похвалите. Теперь мы сверху должны это помазать. А, вот оно, мое масло. Вот дань современности, да, это кисточка. Это специальная такая, из пластика делается. Я гуся не нашел, не догнал одного гуся, а так бы гусиным пером, сейчас бы гусиным пером бы красиво помазали. Когда-то на каждой кухне был такой, если, может, кто-то помнит, такой, как веничек из гусиных перьев. Это у нас мы уже перешли к фулту, мое любимое блюдо. Одно из самых моих любимых блюд. Я не чревоугодник, но очень люблю. Это, наверное, сказываются мои ялыбойские корни. Я дал себе обещание не делить крымских татар на ялыбойлю и ногаев, и татов. Но тут опять не удержался. Потому что, ну, блюда разные. Предположим, тыкву у нас в еде, да, можно встретить в любых сочетаниях. И с мясом, и с сахаром, и с медом, и с изюмом, с орехами, чем угодно. Тыква вообще считается, говорят, дженеташе, райское блюдо. И дуваларда часто мы можем встретить запеченные кусочки тыквы и сверху посыпанные орехом. Ну, как звучит. Дальше идет орех. Орех, просто измельченный орех, который я вам уже показал, как это делается. Если кто-то скажет, не знаю, уже не ко мне вопросы, внимательно смотрите наши передачи. Мы вас плохому не научим. Только все самое вкусное. Вот я сахаром посыпаю и сразу вспоминаю нашу сегодняшнюю жизнь, как она отличается от того, что было раньше. Сейчас каждый калорий считает. Сейчас многие девушки с ужасом смотрят, как я сыплю сахар сверху. Не переживайте, девчонки, это все сделайте, съедите. Если сами не хотите, то обрадуйте своих близких. Так, все. Теперь сворачиваем это все красиво. Сар-бурма называют еще в некоторых районах Крыма. Сар-бурма говорят. Я все время думал, что сары-бурма. Ну, я же все, как каждый кулик свое болото хвалит, я все время думал, что это они на фулту говорят сары-бурма. На самом деле мне объяснили, что это сар-бурма, то есть свернутый, а потом бурулган, то есть закрученный. Это разные вещи. То есть вот так мы его теперь закручиваем. И получается такая красотища. Это у нас осталось еще тот сок остался. Вот мы им помажем. Он такой оранжевый. И посмотрим, что получится. Смотрите, я это делаю не каждый день. Поэтому, которые умелые хозяйки, вы немножко будьте снисходительны ко мне. А кто считает, что я сделал как-то не так, вы смело нам пишите. Мы быстро учимся. Надо было внутри в этой мазать уже. О, нет, молодец, красиво, все.
Машаллах, сам себя не похвалишь, второй раз похвалил. Та-дам! Все, у нас фулту готов. Фулту мы будем выпекать в нашей духовке дома, чтобы сэкономить время. А хаймалы бурма мы будем готовить традиционным способом в фурун-чине. Все, поехали на улицу. Есть. Ага. Отлично. Процесс идет. Так, прежде чем положить, мы расчищаем место. Нам нужно освободить это пространство. Есть. Так, все, пошло дело. Bismillah. Закладываем, засекаем время. Так, и теперь смотрите, если мы там, в той электрической печке, будем в той духовке выпекать фулту, и там у нас есть современные приспособления, там датчики всякие, температуры и прочее, рукояточки, легко регулируются, короче. То здесь мы должны уже, интуитивно посматривать должны, чисто визуально наблюдать за процессом. Мы его прикроем, чтобы он как бы сейчас со всех сторон была одинаковая температура. Но все равно каждые 5-10 минут мы будем за ним следить. А пока мы пойдем фулту поставим в духовку. Так, все, фулту пошел в духовку. Я установил, значит, 200 градусов, будем выпекать 50 минут. Время пошло. Так, это ставим сюда. О! Горячий? Ну, конечно же, вот здесь немножечко подгорело, но это фурун. Это допустимые вещи. Теперь пошлите туда, у нас там еще фулту в духовке. Фу-ху-ху. По-моему, я большой молодец. Вот и фулту наш. Теперь самое главное, самое главное надо попробовать. Начнем с бурма. Ну-ка, это подгорело. Это наоборот должно быть еще вкуснее. Подожди. Мешает ложка. Вообще, по-хорошему, мы это должны накрыть. И оно должно немножечко постоять, минут 10, 15, 20. Соки пропитают вот это вот тесто сухое, пока сухое. Оно станет нежным и вкусным, соответственно, когда оно все пропитается соками. А сейчас мы прямо его сразу берем на сухую. Оба на фулту. Пахнет фулту. Фулту — это традиционная еда южнобережных крымских татар. Его по-другому еще называют хабахлы бурма. Ну-ка, он горячий, поэтому его ложкой попробую. Мне не терпится. Вообще то, что надо. Но я вам рекомендую вот фулту. Мне больше всего что нравится с тыквой, и оно сладкое блюдо. Это вкусно, сытно, красиво. И к столу подавали хошав, как обычно. Хошав, вот он с нами. Бурма, я чуть не забыл. Так, как же его покушать? Сейчас я его вот так, с вашего разрешения, порежу, чтобы... Угу. Ой, слушайте, я очень переживал за этот фурун, потому что немножко подгорело. Но вкус очень вкусно. Получилось очень вкусно.
Так что вы пробуйте. Так что аштатлолсун, бюрнус. А мы с вами увидимся в следующей передаче. Я думаю, она будет тоже такой же интересной.